Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Дональд Трамп стал 45-м президентом США. На фоне его победы рухнули все биржевые мировые индексы, а американцы-демократы выстраиваются в очередь за получением канадского гражданства. Я только что получил звонок от Хиллари Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой. 100 отрубленных голов. Под Мосулом найдено свежее захоронение казненных ИГИЛ-заложников из числа местных жителей. Среди убитых есть дети. ООН считает, что таких жертв будет тысячи. Есть все тела без голов, в том числе детей, пожилых женщин и мужчин. Это чудовищное преступление, поскольку эти люди невиновны. Некультурная история. Министр культуры Казахстана добился уголовного преследования за хищение на Казахфильме деятелей культуры, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах студенткам. Люди, которых допрашивают в рамках уголовного дела по фильму, вешают всю вину на меня, а мои жена и дети пойдут по миру. Для защиты от голодных волков в одном из сел Башкирии школьникам выдали топоры. Путь до школы в соседней деревне составляет 10 километров через лес. Волки уже нападали, но детям удалось отбиться. Америка выбрала Дональда Трампа. Кандидат от республиканской партии одержал победу в напряженной борьбе с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов. Еще до оглашения окончательных результатов Клинтон поздравила Трампа по телефону с победой. Он также ее поблагодарил в своей первой победной речи в качестве 45-го президента США. Я только что получил звонок от Хиллари Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой. И я хочу поздравить ее и ее семью с очень тяжелой кампанией. Она боролась очень сильно. Клинтон хорошо и тяжело потрудилась для нашей страны. Теперь пришло время преодолеть различия. И пришло время демократам и республиканцам по всей стране объединиться как один народ. Я благодарю за честь быть президентом США. И это большая честь для нас. Я надеюсь на вашу помощь в объединении нашей большой и замечательной страны. Как я сказал ранее, это не просто предвыборная кампания, это новое движение, которое объединит всех трудящихся мужчин и женщин. Дональд Трамп одержал победу в 29 штатах. За него проголосовали Флорида, Северная Каролина, Огайо и Пенсильвания. Штаты, которые называли колеблющимися, но победа в которых определяла, кто станет следующим президентом. Хиллари Клинтон победила только в 18 штатах, хотя именно ей прочили победу на президентских выборах. По крайней мере, на нее ставили фондовые биржи. Поэтому, когда Дональд Трамп начал выбиваться вперед, на торговых площадках начался хаос. Сперва стали падать азиатские индексы, затем вниз пошла нефть. Кроме того, победа Трампа повлияла на курс мексиканского песо. Он уже упал на 13% и, по мнению аналитиков, будет продолжать дешеветь. Полного запрета на полеты между Москвой и Душанбе пока не будет. После нескольких недель острого конфликта стороны договорились о продолжении авиасообщений. Причиной разногласий послужил ультиматум России о запуске дополнительных авиарейсов из нового московского аэропорта Жуковский. Министерство транспорта Таджикистана выступало против решения России в одностороннем порядке увеличить количество своих авиаперевозчиков и частоту рейсов, поскольку это угрожает банкротством таджикским авиакомпаниям. В ответ Россия пригрозила вообще прервать воздушное сообщение с Таджикистаном, что в Душанбе расценили как прямое давление. В результате последних переговоров в Москве Таджикистан все-таки дал добро на рейсы из Жуковского. На каких условиях, пока неизвестно. Напомним, что в России на заработках находится большое количество таджикских гастарбайтеров, и именно за этих пассажиров идет борьба между российскими и таджикскими авиакомпаниями. В Казахстане продолжается скандал с участием министра культуры страны Арыстанбека Мухамедиулы. Как сообщают местные СМИ, министру удалось добиться уголовного преследования своих оппонентов, которые обвиняли его в коррупции и в сексуальных домогательствах к студенткам. В ответ против них были выдвинуты обвинения в расхищении бюджета Казахфильма. Подробности в репортаже Айнур Коскиной.
Противостояние между министром культуры Арыстанбеком Мухамедиулы и актером-продюсером Тунгушпаем Жаманкуловым в Казахстане называют некультурными разборками. Началось оно летом этого года, когда режиссер фильма «Феникс» Талгат Джанибеков обвинил министра культуры в консервации проекта и воровстве денег. Затем свое видеообращение записала бывшая студентка Национальной академии искусств имени Жургенева Енглик Садыкова. Она обвинила бывшего ректора Арыстанбека Мухамедиулы в сексуальных домогательствах. Ты пойдешь со мной в гости. Будем пить вино, танцевать, общаться, веселиться. Я была в шоке. Не ожидала услышать такое от такого многоуважаемого на тот момент человека. За Енглик заступился известный актер и продюсер Тунгушпай Жаманкулов. Чуть позже и режиссера Жанибекова, и продюсера Жаманкулова задержат по подозрениям в хищении госсредств, выделенных на создание фильма «Феникс». После освобождения под залог Тунгушпай Жаманкулов записал видеообращение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в котором рассказал подробности последней встречи с министром культуры. Он требовал, чтобы я нашел девушку, которая сделала видеообращение. Он требовал, чтобы она взяла свои слова назад. Призналась, что ошиблась и записала еще одно видеообращение. Я сказал, что я не знаю эту девушку, не видел, она не училась на моем курсе. Где я ее найду и послушает ли она меня? Но министр настаивал и обещал меня засадить на 6 лет. Говорил, что люди, которых допрашивают в рамках уголовного дела по фильму, вешают всю вину на меня, а мои жена и дети пойдут по миру. По словам Жаманкулова, средства, которые были предназначены для создания научно-фантастического фильма «Феникс», министр культуры перенаправил на финансирование сериала о 550-летии казахского ханства под названием «Казах Еля». Поэтому проект «Феникс», который продюсировал Тунгушпай Жаманкулов, был заморожен. У Мухамедиулы свой взгляд на события. Вы сами это видите, что без избежать уголовной ответственности идут на разные методы. Да? И представьте, вот в течение года вот таким обращением, шантажом хотели в российскую компанию увезти 450 миллионов тенге. В то время 3 миллиона долларов. Вот делайте выводы. Сами же видите, что мне приходится выдерживать. Все ради того, чтобы вывести деньги. Тем временем Национальное бюро по противодействию коррупции утверждает, что Жаманкулов получал денежные средства, которые обналичивались через субподрядные организации. Речь идет о 69 миллионах тенге. Это более 200 тысяч долларов по текущему курсу. Кроме того, арестованный содержится в СИЗО бывший управляющий директор Казахфильма Гаухар Искакова и исполнительный продюсер фильма «Феникс» Наталья Юдина. Министр культуры обвинил меня в том, что я ударился в политику и стал оппозиционером. Я был просто ошарашен. Он дал мне 2 дня на то, чтобы я отыскал девушку, которая записала видеообращение, и чтобы она по телевидению заявила, что все придумала. Если не найду, то меня закроют. Жаманкулов был отпущен под залог и освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Теперь актер просит президента вступиться за него. Между тем остается вопрос, какие меры воздействия теперь предпримет министр в отношении бывшей студентки Енглик Садыковой, которая осмелилась заявить на всю страну о сексуальных домогательствах Арыстанбека Мухамедиулы. Если министр все же заставит Енглик взять свои слова обратно, то как же быть с другими женщинами, которых, по их словам, домогался чиновник от культуры? Он встал и направился ко мне. И он сказал: я тебя восстановлю, но давай напоследок я обниму тебя. Ты такая вся хорошенькая. Я сказала: не подходите ко мне, и мне пришлось его пнуть. Я пнула его между ног, он задрожал. Я направилась к двери. И когда я выходила, он попросил меня никому не рассказывать об этом. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. В Бишкеке уже год работает уникальный геронтологический центр. По словам его основателей, это единственное подобное учреждение не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Сюда 2 раза в год может обратиться любой пожилой житель республики и провести месяц в окружении заботливого персонала и своих сверстников. Однако в последнее время уникальное учреждение практически лишилось финансирования. Репортаж Шавката Тургаева. На первое наваристый гречневый суп, а на второе макароны с мясом. В геронтологическом центре Ардагер его постояльцы-старики на еду не жалуются и частенько добавки просят. Кормят здесь хорошо. Завтрак, обед и ужин – все по расписанию.
Живут постояльцы здесь дружно и весело, поют песни, танцуют, занимаются в кружках. Но приходят они сюда за общением, которое в своих домах среди детей и внуков не всегда находят. Наш возраст, нервные мы, больные мы, но посмотрите, какая любовь между нами. Работает центр чуть больше года, но уже успел принять почти 1500 пенсионеров. Для того, чтобы здесь оказаться, необходимо оставить заявку и ждать очереди. Принимают всех людей пожилого возраста сроком на 1 месяц, но в основном сюда приходят старики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Здесь они получают медицинскую помощь, с ними работает психолог. К сожалению, к нам сюда попадают в основном люди, очень даже социально обиженные, скажем. Это получающие маленькую пенсию, несмотря на то, что человек проработал очень долгое время. Есть насилие со стороны родственников. У нас много случаев, когда родственники, близкие, это снохи, сыновья бьют своих родных, и они вынуждены бежать сюда. Здесь они находят общение. Здесь они находят то, чего не хватает им дома. Шафика Хизматуллина как раз из таких. Пенсии, говорит, ни на что не хватает, а единственный сын ничем не помогает, да и навещает ее нечасто. Помощи нету, мало совсем нету. Совсем не помогает. Ну, просто придут поздороваться, узнать, как здоровье. В центре ей очень нравится, но времени даром не теряет. Шьет обивку и подстилки для стульев. А вот дедушке Таштанды с потомками повезло больше. Дети и внуки его любят. Но пришел он сюда, чтобы просто пожить со сверстниками. Здесь как ты лучше со всеми общайся, с ровесниками и добрые люди. Здесь мы с ними просто общаемся как от души, гуляем от души. Вот. Кормит, уважает нас, этого нам хватит. Уют и комфорт в центре создан благодаря умелому руководителю Марипе Абдиевой. Сама пенсионер она не отказала, когда ей предложили возглавить учреждение. Большую часть жизни она посвятила работе в соцсекторе. О проблемах стариков она знает не понаслышке и считает важным обращать на это внимание. Чтобы люди чувствовали себя всегда нужными рядом сидящему товарищу, нужными и обществу, нужными всем, и детям, и родственникам. Самое главное, что они имеют возможность притворять себя в жизнь. То есть свои, в общем-то, какие-то навыки они здесь применяют, шьют. Есть мужчины, которые здесь нам просто так ремонтируют нашу мебель. Марипе Таламушевне удалось сделать в здании небольшой косметический ремонт. Однако денег, что выделяет мэрия, едва хватает на самое необходимое. Помощь меценатов, говорит, не помешала бы, но предприниматели всегда отвечали отказом. Я, конечно, написала письма всем бизнесменам, которых я только знала. Не лично, а по прессе, по СМИ, думаешь. Ну, я обращалась с письмом к Салымбекову. Я обращалась с письмом к Сурабалдиевой, ко многим. Ни один бизнесмен не откликнулся. Постояльцы о проблемах центра, скорее всего, не догадываются, но они знают, что здесь дважды в год они смогут найти себе пристанище. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. 100 отрубленных голов. Под Масулом найдено свежее захоронение казненных ИГИЛ-заложников из числа местных жителей. Среди убитых есть дети. ВОН считает, что таких жертв будет 1000. Здесь все тела без голов, в том числе детей, пожилых женщин и мужчин. Это чудовищное преступление, поскольку эти люди невиновны. Для защиты от голодных волков в одном из сел Башкирии школьникам выдали топоры. Путь до школы в соседней деревне составляет 10 километров через лес. Волки уже нападали, но детям удалось отбиться. Наступающие на Масул подразделения иракской армии случайно обнаружили массовое захоронение жертв боевиков ИГИЛ. Все тела были обезглавлены игиловскими повстанцами, сообщает CNN. Среди убитых есть дети. Захоронение было найдено в населенном пункте Хаммам-аль-Алил. Здесь все тела без голов, в том числе детей, пожилых женщин и мужчин. Это чудовищное преступление, поскольку эти люди невиновны. Боевики привезли их сюда и просто так убили. Мы нашли эту могилу случайно, после освобождения этой территории.
Как сообщает Рейтер, иракские войска действительно обнаружили братскую могилу случайно, когда тяжелая техника рыла окопы. Это видео предоставлено иракской военной полиции. Как сообщают в управлении ООН по делам беженцев, на территории Хамам-аль-Алила уже были случаи массовых казней местных жителей. Недавно боевики убили там 50 человек. Также террористы угнали из этого города 1500 семей. По мнению ООН, возможно, страшная находка иракских военных – это часть заложников, которые боевики казнили по дороге. Боевики ИГИЛ похитили из Хамам-аль-Лила 1500 семей. Они повезли их к аэропорту Мосула. Это вся информация, которую мы имеем. А это видео авиаударов американской авиации по одному из пригородов Мосула, в котором засели боевики. Как вы видите, наступающие отряды курдов находятся на окраине населенного пункта. Пока вертолеты и самолеты наносят удары по позициям ИГИЛ. Успело ли местное население покинуть свои дома перед штурмом, неизвестно. А это очередная сцена из восточного Мосула. Жители зачищенных от боевиков кварталов приветствуют иракских военных, многие из которых являются членами их семей, родственниками и знакомыми. Тем временем проамериканские отряды сирийской оппозиции и вооруженные формирования Демократического союза курдов готовятся к наступлению на сирийскую столицу ИГИЛ, город Ракка. Однако власти Турции, которые участвуют в подготовке этого наступления, заявили, что они не хотят видеть среди наступающих любых курдских ополченцев. Также турецкое правительство готово начать боевые действия на территории Сирии, чтобы выбить курдов, которых в Турции считают террористами, из освобожденных от ИГИЛ курдским ополчением сирийских городов. В частности, Турция заявляет, что подготовила операцию по вытеснению формирования Курдского демократического союза из города Манбидж. Напомним, что совсем недавно именно курды разгромили в этом стратегическом городе крупную группировку ИГИЛ. Курды действовали при поддержке американской авиации. Турки, в свою очередь, свой ультиматум по курдам выдвинули Соединенным Штатам. Мы открыто заявили начальнику Генштаба США о нашей решимости убрать курдских боевиков из Манбиджа. Это наш стратегический приоритет. Мы готовы силы убрать оттуда. Также мы настаиваем на том, что присутствие неарабских элементов во время наступления на Раку будет против интересов самих США. Это будет против мира в регионе. Это тупиковый, неверный путь. Для того, чтобы решить турецко-курдскую проблему до наступления на Раку, в Анкару прилетела делегация высокопоставленных американских военных. Дело в том, что отряды курдов являются самой боеспособной частью коалиции в борьбе с ИГИЛ. На сегодняшний день неизвестно, удалось ли американским генералам убедить Турцию в незаменимости курдов. Но точно известно, что свою масштабную операцию на территории Сирии ни Америка, ни Турция не собираются согласовывать с сирийскими властями. Мы не собираемся согласовывать наше наступление на Раку с правительством Башара Асада. Мы не имеем отношений с Асадом. Мы считаем, что до тех пор, пока Асад находится у власти, гражданская война, которая уничтожила страну, будет продолжаться. Поэтому мы не будем координировать свои действия с правительством в Дамаске. Тем временем из разных районов Сирии опять приходят сообщения о варварских авиаударах сирийских ВВС по гражданским объектам. В городе Хараста, неподалеку от Дамаска, сирийская авиация нанесла удар по детскому саду. 4 детей погибло, десятки ранены. Это кадры, которые распространяет Рейтер со ссылкой на социальные сети сирийских повстанцев. На них последствия этой бомбежки. Как вы видите, все помещения детского сада залиты кровью. Они специально нацеливались на кварталы, где находится школа и этот детский сад. 4 погибли и где-то 20-25 раненых. А это видео из города Идлиб, который также контролируют сирийские повстанцы из Джабхат ан-Нусры. На кадрах попадание противобункерной бомбы в жилой район. И, как вы видите, среди пострадавших снова дети.
В Латвии решается, каким будет транзитное будущее страны. На Рижском вокзале торжественно встретили контейнерный состав из Китая с оркестром и красной ленточкой. Этот поезд стал первым составом нового китайского шелкового пути, призванного кардинально изменить систему грузоперевозок между Азией и Европой. На кону экономическая стабильность целых государств и огромные деньги. Подробности в репортаже Анны Трудолюбовой. Позади 11 тысяч километров, 1,5 недели в пути. И вот первый грузовой состав из китайского города Иу прибыл на Рижский вокзал. С главной задачей – проверить предварительные расчеты, затраты, время в пути, таможенные процедуры. Экипаж справился успешно. Совместные отношения, в том числе тариф и выгода для предпринимателей, потому что бизнес сам подскажет, где и на каких условиях он пойдет. Одно то, что сейчас как глобально очень важно, это скорость. То, что и показал этот поезд, если он идет быстрее, чем морской путь, то, конечно, несмотря что он дороже, он выгоднее, потому что оборот денег приходит довольно быстро. В последние годы Латвия столкнулась с заметным сокращением грузопотока. Россия стала активно развивать свои порты на Балтике. Плюс европейские санкции, что также крайне негативно сказалось на балтийском транзите. Для Латвии, которая всегда была важным звеном между Востоком и Западом, сокращение грузопотока резко ударило по экономике. Пришлось срочно искать новых партнеров. Это возможность для Латвии открыть здесь действительно хаб для китайских товаров, которые потом дальше шли в Европу и Скандинавию. Потому как мы понимаем, наш рынок очень маленький, и мы должны смотреть, что мы в Европе это должны использовать. То, что Китай рассматривает Латвию как серьезного партнера, и у Латвии действительно есть шанс стать одним из звеньев новых торговых путей из Китая, подтверждают соглашения о сотрудничестве. В минувшие выходные они были подписаны на прошедшем в Риге саммите стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате 16+1. Вопросы транзита и логистики между Китаем и Европой на саммите были одними из ключевых. Но намерения остаются намерениями. Сделан только первый шаг. Предстоит большая работа. Следующая задача – сделать такие перевозки регулярными и обеспечить грузопоток, причем в обоих направлениях. А это значит, необходимо уже сейчас решить, какие товары поедут обратно в Китай из Скандинавии и стран Балтии. Впрочем, профессионалы не склонны поддаваться эйфории. Первый поезд – это красивый политический жест. Дальше начинаются вопросы. Насколько мы конкурентоспособны? Сколько тонн в год мы можем доставить в Латвию? Сможет ли этот поток каким-то образом компенсировать сокращение российских грузов? Следующий поезд прибудет в этом месяце. Пока в планах один состав в неделю. Представители китайского города Иу уже включили Ригу в один из торговых маршрутов, и именно перевозки по железной дороге считают самыми перспективными. Получится ли восполнить утрату российского транзита и вернуться к бывшим объемам, пока уверенности нет. Сможет ли Латвия создать конкурентоспособный транзитный коридор, отвечающим новым экономическим условиям, станет ясно уже в ближайшие месяцы. Анна Трудолюбова, «Настоящее время», Рига. Школьники одной из деревень в Башкортостане ходят в школу с топорами, чтобы защищаться по дороге от волков. Их путь лежит через лес, где однажды на детей уже напал хищник. Поскольку это единственная дорога в школу, родители были вынуждены хоть как-то вооружить своих детей. Школьникам 12-14 лет приходится преодолевать расстояние в 10 километров, чтобы попасть из села Верхний Нугуш в соседнюю деревню Галиакпер, куда их перевели на учебу. При этом никакой общественный транспорт местные власти не предоставили. Как заявляют чиновники, дорогу между деревнями проложили только год назад, поэтому автобус еще не успели запустить. Почему закрыли средние и старшие классы, разбирается прокуратура, а пока школьники добираются пешком через лесную дорогу под угрозой нападения хищников. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.